Сегодня у меня для вас особое послание. Бог присутствует в вашей жизни всегда, в ваших победах и в ваших поражениях, в ваших радостях и в ваших слезах. Бог рядом с вами и хочет, чтобы вы знали, даже если вы не видите, что Он делает, Он хочет, чтобы вы верили, что все будет иметь смысл. Вскоре я приветствую вас в этом вдохновляющем послании, которое может навсегда изменить вашу жизнь. Ваша связь с Божьим домом принесла вам небесное послание. Подписывайтесь на наш канал, если вы верите, что Божественное сознание защищает и направляет вас. Если вы когда-либо задавались вопросом, есть ли в этой жизни нечто большее, и если вы чувствовали себя потерянным или обескураженным, или если вы ищете послание надежды и ободрения, это видео для вас. Пожалуйста, уделите несколько минут своему дню, чтобы посмотреть и послушать с открытым сердцем. Я уверен, что вы не пожалеете об этом. У Бога есть невероятный план для вашей жизни, и Он обещает вам вечное счастье. Если вы устали чувствовать себя потерянным, безнадежным и унылым, не волнуйтесь больше. Бог любит вас и хочет благословить. Он больше, чем все ваши страхи и тревоги. Теперь доверьтесь Ему и продолжайте двигаться вперед. У Бога есть для вас особая цель. Вы уникальны, созданы, чтобы превозмочь и преодолеть все бури. Верьте в себя, потому что Бог дал вам силы выдержать все. У Бога в запасе есть нечто удивительное, чтобы подтвердить вашу веру, лучшее еще впереди, и ничто не сможет помешать осуществлению Его плана для вашей жизни. Вы скоро получите изобилие, превосходящее все ваши представления, и чтобы получить его, вам нужно просто поставить лайк этому видео и написать 555, чтобы подтвердить свою веру. Вы должны всегда верить, что Бог уже помогал вам в прошлом и всегда будет присутствовать в вашей жизни. Доверяйте Его времени, которое может быть не таким, как вы ожидаете, но всегда будет таким, как вам нужно. Помните, что Его время всегда лучше, чем вы думаете. Не беспокойтесь о том, что говорят другие, ваши благословения не нуждаются в одобрении со стороны. Если Бог сказал, что что-то ваше, значит, так оно и есть. А если Бог сказал, что что-то уже в пути, верьте в это, потому что оно действительно придет. Вселенная хочет, чтобы вы жили своей мечтой, а Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Так что верьте в себя и в те благословения, которые Бог приготовил для вас. Всегда говорите «Аминь», если верите, и будьте благодарны за все, что у вас есть. Вы заслуживаете самого лучшего, что может предложить жизнь. Напишите 11 и 11, чтобы заявить о чем-то особенном, что придет к вам. Не расстраивайтесь по пустякам и перестаньте позволять вещам, которые вы не можете контролировать, влиять на вас. Пришло время снова обрести счастье, потому что вы его заслуживаете. Загадайте желание, и оно обязательно сбудется, удача и любовь на вашей стороне. Бог говорит, что вы вступаете в новую и мощную главу своей жизни, и бояться нечего. Ваши мечты сбудутся, а благословение умножится. Я всегда буду рядом, чтобы направлять вас через знаки. Начните думать только о позитивном, и сейчас я воплощу его в реальность для вас.
Бог сообщает, что в ближайшее время приготовьтесь к тому, что ваши финансы значительно улучшатся, и вы испытаете чрезвычайно мощное благословение в своей жизни. Вы узнаете, что оно пришло, когда увидите число 444, которое будет его знаком. Приготовьтесь к значительному улучшению финансового положения, а также к приходу в вашу жизнь настоящей любви. Вы заслуживаете терпеливой, надежной, стабильной и постоянной любви. Вы заслуживаете человека, которому вы можете полностью доверять и который также доверяет вам. Напишите «да», чтобы подтвердить: Бог хочет, чтобы вы перестали быть негативным, недооценивать и принижать себя. Вы чемпион, и Он любит вас. Когда придет время, Господь все сделает для вас. Вам не нужно манипулировать обстоятельствами, заставлять дверь открыться или искать исцеление. Бог позаботится о том, чтобы у нас все получилось. Вы можете столкнуться с препятствиями, которые покажутся вам слишком большими. Вы можете не знать, как выбраться из долгов или осуществить мечту. Однако знайте, что вы не одиноки, и в нужный момент Бог откроет перед вами двери. Он хочет, чтобы вы не продолжали пытаться, а больше доверяли Ему. Перестаньте пытаться и начните доверять. Это полностью изменит вашу жизнь. Вселенная посылает сигналы о том, что это ваш сезон, и ваши финансы скоро будут процветать. Напишите 222, если вы верите в это. Бог говорит, что неоднократно направлял вас в частном порядке, но теперь Он готов благословить вас публично. Примите это, вы вступаете в новую и мощную главу своей жизни. Не бойтесь. Ваши мечты сбудутся, а благословение умножится. Сохраните эту публикацию, если вы верите в нее. Бог говорит, что вы снова будете смеяться, доверять и любить. Он восстановит все, что вы потеряли, и в вашу жизнь войдут сюрпризы, полные надежды. Вся Вселенная поддержит вас, и вы получите больше энергии для достижения своих мечтаний. Будьте готовы к росту во всех сферах вашей жизни. На этой неделе с вами произойдет нечто чудесное. Так проявите то, чего вы так долго ждали. Вы готовы получить это? Так что начинайте считать свои благословения прямо сейчас. Напишите 555, верите ли вы во все это? На этой неделе с вами произойдет нечто чудесное. Благословения достаются тем, кто решительно и смело борется за них. Число 222 – знак того, что хорошие события уже на подходе и несут с собой положительную энергию удачи и радости. Если вы верите в это, скажите «да» от всего сердца. Отношения – сложная штука, но когда вы действительно любите человека, вы готовы приложить все усилия, чтобы удержать его. Вскоре у вас появится прекрасный повод отпраздновать и поделиться своим счастьем с другими. Готовность принять самую лучшую новость в вашей жизни, как будто все идеально совпадает. Бог все контролирует. Так что отпустите и доверьтесь. Новые удивительные люди уже на пути, ваше здоровье восстанавливается, а двери, которые раньше были закрыты, теперь открываются.
Ваши цели и молитвы будут услышаны, что приведет вас к новой и мощной главе в вашей жизни. Не бойтесь, ваши мечты сбудутся, а благословение умножится. Когда вы видите число 111, знайте, что вам не нужно ни к чему принуждать. Верьте и наблюдайте, как все складывается наилучшим образом. Иисус учит нас любить врагов, делать добро ненавидящим нас, благословлять проклинающих нас и молиться за тех, кто плохо обращается с нами. Вы перейдете на новый уровень во всех сферах своей жизни, включая любовь, заботу, веру, здоровье и изобилие. Теперь, пока ваша ситуация не изменится, верьте в чудеса, которые могут происходить каждый день. Не волнуйтесь, доверьтесь Богу и скажите «Аминь», если вы с Ним согласны. Бог говорит слова утешения и заверения тем, кто нуждается в надежде. Он всегда рядом, готов заменить страх верой и провести вас через жизненные трудности. Он стоит рядом с сокрушенным сердцем, давая ему мир и утешение. Не волнуйтесь, поэтому вы можете полностью довериться Ему и возложить все свое упование на Бога. Ваши благословения уже в пути, так что не беспокойтесь. Даже когда нам кажется, что уже слишком поздно, и мы теряем надежду, у Бога все равно есть план. Он точно знает, куда мы идем и что нам нужно, даже если мы не видим дороги. Те, кто уповает на Господа, будут благословлены. Так что продолжайте верить и уповать на Бога. Аминь. Вам предстоят трудные дни, но вы ни дня не останетесь без моей любви. Хотя в вашей жизни может возникнуть множество проблем, вы никогда не будете одиноки. Вы всегда будете окутаны моей любовью и защитой, где бы вы ни находились, слушая меня. Я приглашаю вас закрыть глаза и принять эти слова сейчас. Осмельтесь просить о том, в чем вы нуждаетесь, о пропитании, исцелении, ободрении и мудрости для достижения ваших целей. Просите за свою семью и тех, кого вы любите. Трудные времена приходят и уходят, но мое присутствие всегда с вами. Я недалеко, и вам не нужно взывать ко мне. Я слышу вас, когда вы плачете, и я рядом с вами. Я также слышу вас, когда вы молитесь, и никогда не оставлю без внимания вашу мольбу. У меня нет причин оставаться в стороне от вас. Вы приходите ко мне, потому что верите в мое слово. Вы оставили в прошлом ненависть и горечь, вы узнали, что такое прощение, вы понимаете силу благодарного отношения. Ваша молитва сильна, и просьбы, которые вы с верой приносите мне, прекрасны для меня. Я смотрю на них с любовью и посылаю ваши ответы с нежностью. Принимайте их с терпением и с верой. Ждите с благодарностью тех благословений, которые вы скоро будете держать в своих руках. Я работаю в сердцах тех, кого вы любите. Покажите им, как они важны для вас, и пусть они увидят вашу преданность и верность мне. Это повлияет на жизнь тех, кто вас окружает. Мир постоянно атакует вас идеями, которые отдаляют вас от моего присутствия. Но вы, как маяк во тьме, освещаете путь домой. Я здесь жду вас всех, защищаю их, даже тех, кто не верит в меня. Вы любите их, и этого достаточно для меня.
Я благословлю их и уберегу от зла, и постепенно они поймут, что живы благодаря моей любви, а не по воле случая. Настанет день, когда они оценят то, что я сделал для них за все те бессонные ночи, которые я провел в молитвах, за слезы, пролитые в мольбах об их спасении. Будут бури, будет трястись земля, но те, кто ищет меня, обретут надежду и веру в изобилии. Другие смирятся с участью неудачников, не способных отличить добро от зла, но вы будете укреплены посреди неспокойного моря. У вашей лодки будут крепкие паруса, и мое дыхание будет направлять вас к вашей судьбе. Не бойся, когда приближается беда, не отчаивайся, когда исчерпаны ресурсы, но мужественно встречай эти временные конфликты. Возьми меня за руку и иди решительно. Помните, с какой серьезностью вы принимаете мою истину. И если вы действительно верите в меня, поднимите голову и без робости бросьтесь в бой. Я наполню вас мужеством и уверенностью, я приведу вас в страну провизии, где изобилует благословение. Не отводите глаз, когда идете по дороге, сосредоточьтесь на моем слове и не слушайте пустых угроз. Вот я, признайте меня сегодня, скажите вслух: я верю в тебя, мой возлюбленный Бог. Произнесите своими устами, что я ваш пастырь и что вы не будете нуждаться. Пусть земля содрогается, но вы находите покой у безмятежных ручьев и на зеленых лугах. Ваша душа, пропитанная небесной сладостью, направляется моей рукой по благодатным тропам. Вам не нужно беспокоиться, ибо я люблю вас и всегда буду рядом с вами. Вот что называется сильной и непоколебимой верой, способной поднять вас в самые трудные дни и в разгар кровопролитных сражений. Вы уповаете на меня, в то время как ваши враги вопят в смятении. И все же я благословляю ваш стол миром и провизией. Мои заповеди и мой путь исправления ваших шагов приносят вам ободрение. Ваш лик будет сиять небесным помазанием, а доброта и милосердие будут направлять вас. Мое слово будет говорить с вашим сердцем, и вы будете жить все дни своей жизни в моем присутствии. Видите ли, поверить в это не так уж сложно. Нужно лишь смириться и простодушно признать, что вы человек и не можете сделать все сами. Твои силы имеют предел, но я еще больше укреплю тебя, когда ты не сможешь продолжать. Я подниму тебя на руки и буду нести до тех пор, пока ты не достигнешь цели. Когда вы будете в тревоге, я вселю мир в ваш разум и спокойствие в ваше сердце. Хотя враги окружают вас и пускают в вас стрелы страха, вы никогда не будете одиноки, я всегда обниму вас с любовью и буду вашим щитом. Я подниму меч и защищу вас от мира, я дам вам отдых, чтобы вы могли уверенно идти с улыбкой, отражающей мир. Люди будут восхищаться тем, как сияет ваше лицо, а вы будете говорить им: «Мой всемогущий Бог, мой Небесный Отец, любит меня, защищает меня и заботится обо мне. Все мое упование на Него». Аминь. Эти слова, которые вы слышите, пришли к вам не случайно. Если вы возьмете меня за руку, для вас не будет поражений и неудач. Вместе мы пройдем через трудные времена. В дни конфликтов я буду ласково обнимать вас и укреплять вашу душу нежными словами любви.
Ваша жизнь и ваше положение очень важны для меня. Я много раз говорил вам, что вы живете в мире, полном несчастья, но я победил их своей крестной жертвой и своим воскресением. Я хочу дать вам эту силу, хочу, чтобы вы почувствовали, как внутри вас бьют источники живой воды и навсегда утоляют вашу жажду, омывают вашу печаль, смывают всякую нечистоту и придают мужество и силу вашему измученному духу. Ваша душа жаждет моего присутствия. Ищите меня всегда, утром или вечером, в хорошие или плохие времена, в процветании или нужде. В каком бы положении вы ни находились, вы не потерпели поражения, вам не суждено сдаться и выбросить из головы все благословения, которые вы накопили на этом пути. После бури наступает штиль, волны могут реветь и бушевать, но море успокаивается, услышав мой голос, как и вы слышите меня. Этот мир, который вы ощущаете в данный момент, дар любви, примите его. Не презирайте и не игнорируйте эту любовь только потому, что считаете, что не заслуживаете ее. Враг ищет вас. Вы знаете, что в духовном мире идет ежедневная битва. Враг ищет вас, чтобы потрясти и сломать, как пшеничный колос. Но вы не одиноки, я с вами, мне нужно лишь немного вашей веры. Примите решение прямо сейчас поверить и принять эту вечную любовь, которая следует за вами, куда бы вы ни пошли, которая защищает и хранит вас. Когда враг нападает, это нормально, что жизнь может измениться в одну секунду. Вы имеете право плакать и переживать. Это полезно и для души, чтобы выпустить то, что у вас внутри, и ваше духовное здоровье восстановилось. Но ни в коем случае нельзя верить в то, что вы навсегда останетесь в ловушке боли, что печаль, заставляющая вас плакать, никогда не закончится, или что ваша судьба – вечно жить в поражении. Ваши враги и ложные друзья будут говорить все, что угодно, лишь бы вы лежали на земле и не смели подняться и бороться. Но я пришел, чтобы дать вам жизнь и заставить вас подняться, протягивая к вам руку. Моя цель – наполнить вас обильной радостью и непоколебимым духом. Я прекрасно понимаю, что вы чувствуете. Не отказывайтесь от своих благословений. Вы когда-нибудь чувствовали, что больше нет смысла продолжать борьбу? Проще смириться с неудачей и сидеть, ожидая конца. Но я хочу, чтобы вы знали, я люблю вас, и у меня есть мощная цель для вас и вашей семьи. Вы не можете сдаться, не отказывайтесь от своих благословений. Не возвращайтесь в страну безнадежности, это не моя воля. Я пришел, чтобы дать вам жизнь с избытком и сверхъестественную силу. Вы не зависите от того, что вы чувствуете или что думают другие. Даже если сегодня вы столкнетесь с проблемами и презрением, послушайте меня, я люблю вас. Даже если вдруг возникнут очень сложные ситуации, не думайте, что я перестал вас любить. Я пишу эти слова в твоем сердце, и ты будешь помнить о них каждый день, что бы ни случилось, с чем бы ты ни столкнулся. С каждой минутой я люблю тебя все больше и больше. Не расстраивайся, когда эти эмоции причиняют тебе боль. Не принимайте решение заковать себя в цепи одиночества, считая, что вы одиноки в этой жизни, что никому нет до вас дела и никто вас не жалеет. А кто я такой?
Я действительно говорю с вами. Я не плод вашего воображения. Вы чувствуете, как эти слова, одно за другим, наполняются любовью, которая исцеляет ваше сердце. Скажи мне, кто я для тебя. Я хочу это услышать. Если ты не считаешь меня своим другом или хочешь, чтобы я ушел и оставил тебя в покое, будь смелым и скажи мне об этом прямо сейчас. Если ты об этом думаешь, то вот что: я не уйду. Что я сделаю, так это не уйду. Даже если ты выкинешь меня из своей жизни, я не уйду. Я распахну перед вами свои объятия, но вы уйдете в противоположном направлении. Даже если вы отвергнете меня, я обещаю вам, что я не такой, как другие. Я действительно люблю тебя и не оставлю тебя. Моя верность вечна и непоколебима. Мое решение любить тебя не изменится, и даже если сегодня ты скажешь мне, чтобы я ушел, я буду здесь, ежедневно обращаясь к тебе с этой сладкой любовью, пока ты не почувствуешь ее глубоко в своем сердце. И я знаю, что сегодня вы уже чувствуете это. Приходите, я хочу обнять вас святой любовью и помочь вам преодолеть эту ситуацию, через которую вы проходите. Аминь. Вы взывали ко мне, взывали о помощи и часами плакали в ожидании ответа. Сегодня я пришел ответить на ваши вопросы, дать вам то, в чем вы нуждаетесь, предложить вам свою любовь и утешение за ту боль, которую вы носите в своем сердце. Будь ты сыном или дочерью, в этом мире нет ничего, что ускользнуло бы от моего взора. Я знаю все, что происходит сейчас в вашей жизни и в жизни вашей семьи. Я говорю вам сегодня: укреплите свою веру, не падайте духом, продолжайте молиться каждый день. Я буду наполнять вашу душу миром, а разум – мудростью каждый раз, когда вы будете искренне и с верой обращаться ко мне в это трудное для вас время. В это время вы узнали очень много нового. Теперь вы знаете, как принимать мудрые и полезные решения. В этом процессе вы теперь знаете, как принимать мудрые и полезные решения. Вы видели, как я поддерживал вас во всех битвах, с которыми вы сталкивались. Я защищал вас и не позволял вам столкнуться с еще большими трудностями. Враг пытался трусливо напасть на вас, использовал неожиданных людей, чтобы покорить вашу волю и запятнать вашу честь, но я защитил вас от того, что вы даже не можете себе представить. Сегодня я здесь, чтобы благословить вас и даровать вам чудо, о котором вы так горячо просили. Встань сейчас же, вытри слезы и иди к двери, ибо я зову тебя. Откройся мне, и я возьму тебя за руку и поведу в место процветания, которое я приготовил для тебя. Я наполняю вас силой, которой у вас никогда не было, и благословляю вас так, что вы подниметесь на такой уровень, где никто из ваших врагов не сможет до вас добраться. Я не позволю никому унизить вас. Я открываю новую дверь, настолько большую, что вы будете поражены размером благословения и решениями, которые я привнесу в вашу жизнь. Вы испытаете слезы радости и наполнитесь счастьем, когда примете силу моего Святого Духа в свою жизнь. Встаньте и немедленно осушите эти слезы. Выходите из своего дома и встречайте жизнь с улыбкой победителя. Я ясно говорил с вами сегодня,
и мое благословение с вами. Вы должны идти вперед по своему пути и не останавливаться. Откройте глаза пошире и будьте внимательны, потому что в ближайшие дни я открою вам могущественный секрет, благодаря которому вы, как никогда раньше, испытаете на себе мою чудесную любовь. С первых минут этого дня я благословляю вас, чтобы ваше сердце и душа наполнились спокойствием и радостью. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя спокойно, зная, что у вас есть моя любовь и что вы всегда под моей заботой и защитой. Если вы испытываете грусть и уныние, я хочу, чтобы сегодня вам стало легче. Положите свою голову мне на грудь и почувствуйте тепло и нежность, которые я в вас вселяю. Успокойся, сынок, все это очень скоро пройдет. Перестань думать о своих страданиях и закрой глаза. Почувствуй, как мой дух наполняет тебя. Пойте устами хвалу, которая звучит в вашем сердце. Окунитесь в реку моей любви, и я уверяю вас, что ваши страдания скоро пройдут. Все станет намного лучше. Я благословляю вас на то, чтобы в вашей жизни были великие и прекрасные возможности. Я дал вам миссию, чтобы вы продвигали свою семью вперед. Борьба и тяжелые времена придут, они являются частью вашей жизни и вашего роста. Но сегодня я говорю вам, что вы покрыты моей любовью и будете готовы, когда придет это время. Не бойтесь и не отчаивайтесь, ибо я здесь, чтобы наполнить вас мудростью, любовью и силой. Я буду неуклонно вести вас по всем этим путям, полным препятствий и неудач. Мне не безразлично все, что вы чувствуете, и я ценю ваши стремления в этой жизни. Я знаю ваши мечты и планы, и меня трогает все то прекрасное, что есть в вас. Ты для меня особенный, ты несешь в себе ключ к любви, доброте и прощению. Благодаря вашему примеру, многие люди вокруг вас вдохновятся, оставят позади чувство неполноценности и начнут проявлять в мире все то прекрасное, что я приготовил для их жизни. Я хочу, чтобы вы понимали, что моя благосклонность всегда рядом с вами. Напишите «Аминь», чтобы получить эти благословения уже сегодня. Если наши материалы вдохновляют вас, пожалуйста, оставляйте свои положительные комментарии. Мы ценим вашу поддержку, ставя лайк, делясь информацией и подписываясь на наш канал. Спасибо за просмотр.